Уважаемые зрители, закон против лудомании, принятый в Казахстане, вступает в силу, и мы сегодня более подробно поговорим, какие именно изменения ждет игорный бизнес в Казахстане. У нас в гостях Руслан Берденов, депутат Мажилиса парламента РК от партии «Республика», оппозиционной партии. И на связи по Zoom психолог Александр Рущук. Здравствуйте, уважаемые гости. Русике, здравствуйте. Вы были одним из разработчиков этого закона, как я понимаю, да? Ну, давайте для начала посмотрим, что именно вносится. Посмотрим первую инфографику новеллы закона против лудомании. Возрастной ценз на участие в азартных играх и пари повышается с 21 до 25 лет. Запрет на участие в азартных играх и пари физических лиц, о которых имеется сведения в едином реестре должников, то есть если ты должник, тебе нельзя. Запрет на интернет-ресурсы иностранных букмекерских контор, тотализаторов, не имеющих лицензии в Казахстане. Создание перечня иностранных организаторов игорного бизнеса, деятельность которых незаконна. Ужесточение требований к размещению и распространению рекламы и введение понятия электронный лотерейный билет. Ну, давайте, Руслан, начнем с самого фундаментального вопроса, на который нужно ответить. Почему государство вообще должно обращаться со взрослыми людьми как с детьми и спасать их от участия в азартных играх? Человек принимает свое личное решение пойти попытать счастье, заработать деньги. Его силой не заставляют, это не наркотики, он не умрет, он просто принимает это решение. Почему мы должны тратить ресурсы и ограничивать свободный бизнес, чтобы спасать кого-то, кто не может контролировать себя? Ну, я думаю, во-первых, в целом я хочу сказать свою позицию, да. Потому что как бы важно обозначить свою позицию. Моя позиция, если бы у меня была бы возможность, я бы полностью запретил бы, полностью. Не какие-то там ограничения, о которых мы говорим, там было 21, мы подняли до 25, хотя мое предложение было 35. Насчет деятельности, насчет налогов и так далее, мое личное мнение и моя позиция, я бы полностью запретил бы. Как это работает, допустим, в Китае, Узбекистане, Киргизстане и так далее. Или же, если мы говорим, мы все взрослые люди, как бы у каждого свой выбор, он может поиграть, там, он может культурно поиграть. Европейские страны, у них, мы изучили и международный опыт тоже, у них культурно играют. Как? От пенсионного фонда, я условно говорю, да, зарплата там 1000 евро, 10% это пенсионка, это там 100 евро. Каждый игрок, он может оставить ставки на 100 евро. Получается, сумма твоей пенсионки, ты можешь ставить такие ставки. И это лимит. В месяц 100 евро. И получается, вы какую проблему решаете? Студенты, неработающие, дети, они не играют. Играют работающие люди, у кого подтверждается пенсионка. И, соответственно, он может культурно играть. Наша проблема в чем? В том, что у нас, к сожалению, играют и дети. Я вам скажу ужасную статистику. У нас 3,5 миллионов школьников. Из них 700-750 тысяч уже играющие. Это только школьники. Экономически активные люди, там около 9 миллионов, из них каждый третий играет. Или же знает, или же играл, или же один раз ставил жизнь. В чем проблема? Это тоже мы изучали. Как бы основная проблема, я думаю, когда не развитая экономика, люди всегда пытаются счастье там, заработать легким путем. Это одна из причин. К сожалению, есть такая статистика. Именно неразвитые страны, у них обычно очень большой показатель именно игромании. В Европе это Греция, Южной Америке там. Есть ряд стран, где экономика не работает, но именно игромания там расцветает. И из-за этого как бы здесь мы должны сейчас взяться за это, сейчас принять конкретные жесткие меры. Я не скажу то, что мы 100% решим эту проблему, но мы какие-то жесткие ограничения должны это сделать. Да. Русики, я просто, видите, вся эта борьба с лудоманией, с игорным бизнесом, она обосновывается аргументами, что это ущерб экономическому росту, экономической стабильности и национальной безопасности. Даже до этого договариваются, да? Но ваш аргумент в следующем, что игра в игорном бизнесе, вот эта лудомания, она, так как экономика отсталая, это непроизводительное расходование денег, которое не создает дополнительного продукта, и это вредно экономике.
Но мы на наши футбольные клубы из государственного бюджета, из бюджета спонсоров тратим десятки, если не сотни миллиардов тенге ежегодно. И дорогие легионеры на эти деньги покупают у себя на родине, строят коттеджи, дорогие автомобили. Деньги выбрасываются на ветер на эти футбольные клубы. Это тоже непроизводительные траты. Но мы продолжаем эти деньги тратить. Почему тогда мы не можем позволить людям тратить свои собственные кровно заработанные деньги в игорных... Нет, вы тронули такую тему. Я тоже против того, чтобы мы нанимаем легионеров, платим большую зарплату, до сих пор финансируем за счет госбюджета наш футбол, который никак там не развивается. Есть большая такая тоже статистика страшная. В целом Казахстан, знаете, сколько тратит на спорт? Примерно $1 миллиард. Это если учитывать все бюджеты. И местные, и государственные, и республиканские и так далее. Мы тратим в год почти $1 миллиард. Да. Ну вот видите, намного больше, чем сотни тысяч граждан на лудоманию. Ну, давайте им позволим это. Вот я говорю, Кыргызстан тратит 7 миллионов, Узбекистан тратит 100-120 миллионов, Россия на спорт тратит 250 миллионов. Там и другие проблемы, кроме футбола у нас очень много там неолимпийских видов спорта, да, которые мы обратно через бюджет финансируем и так далее. Но сейчас именно те, кто лоббирует интересы букмекеров, они говорят, они же развивают спорт. Давайте посмотрим статистику, чего мы добились, посмотрим последние 2 цикла Олимпиады, чего мы добились. А чего добились наши соседи узбеки, чего добились наши соседи киргизы, которые тратят $7 миллионов в год. У них и олимпийские чемпионы, и по борьбе там 2 или 3, по-моему, олимпийских чемпиона. Проблема в том, что наши лоббисты, они говорят, наши букмекеры, еще и называют их республиканскими, нашими, как будто это какие-то компании, которые здесь открывают рабочие места и нам там что-то добавленную какую-то стоимость дают. На самом деле это деньги нашего же народа. Любой лудоман в среднем он должен 10 миллионов тенге. Это тоже подтвержденная статистика. Каким образом? Потому что лудоман, он проигрывает свои деньги, он берет в долг, проигрывает эти деньги, а потом идет в микрокредитная организация. Берет в кредит, а у нас кредиты есть, знаете, в день 3%. Даже есть такие кредитные ставки, и это больше 1000% в год. А итог лудоманы... Это бандитский счетчик. Ну, итог это что? Это суицид. У меня даже, вот мы сколько разговаривали там с представителями Министерства внутренних дел и так далее, у нас ужасная статистика по суициду. И это в основном лудоманы. У нас ужасная статистика по разводам. Мы там чуть ли не в лидерах в мире. Это тоже 40% это лудоманы. Это немножко перегиб в цифрах, ну ладно, я думаю, что... Нет, эти цифры мы получили от министерства, это подтвержденные цифры. Давайте спросим, Александр Рущук, психолог, здравствуйте, вы с нами на связи? Александр? Да. Александр, ну как вы можете прокомментировать? Давайте еще раз проговорим. Вот можете ли вы прокомментировать мой тезис о том, что люди принимают ответственное взрослое решение попытать счастье, ну точно так же, как на рынке люди в бизнес вкладываются и прогорают, да, не могут реализовать себя. Почему государство должно брать и общество должно брать на себя ответственность, вводить какие-то запретительные меры? Или все-таки это можно объяснить, что вот лудоманы, у них есть какая-то психологическая уязвимость, и их нужно спасать. Какое вот ваше профессиональное мнение? Это какая-то похожая история, что и с наркотиками, что и с алкоголем. Государство тоже имеет некую власть, и она это сделала, запретила алкоголь продавать там детям до 18 лет. Это одна часть, там, конечно, грустная история, потому что это тоже наркотическое вещество. И наркотики вообще запрещены. Почему? Потому что они разрушают человека, разрушают психику, приводят, как и сказали, к суицидальным мыслям и, соответственно, действиям, приводят к административным и уголовным правонарушениям, разрушается, скажем так, социальная сфера полностью. Я бы что сказал? Там были важные слова о том, что на самом деле население
хорошо бы осведомить обо многом. То есть одна сторона, есть как у машины и газ, и тормоз. С одной стороны, мы можем тормозить вот эти игры, чтобы они не играли. С другой стороны, мы можем проводить работу профилактическую для того, чтобы у них повышались знания по финансовой грамотности, по конфликтологии, почему они вообще играют. То есть если мы идем в корень, игра и зависимость как следствие. Во-первых, не каждый игрок становится зависимым. А второе, если мы говорим о зависимости, это симптом чего-то нездорового, что что-то не так с личностью. Соответственно, я бы разбирался и улучшал это общество так, чтобы они могли играть либо как некоторые из примеров в Европе, либо не заходили в зависимость, чтобы они имели вот этот вот стоп. И это возможно сделать. Это, правда, намного сложнее и объем огромный будет. Легче запретить, но на время я согласен. Было бы здорово, правда, запретить, для того, чтобы это общество прокачать, и тогда уже люди будут более осознанные и не будут прям настолько рисковать. И еще несколько слов, наверное, на что это похоже. Там, правда, некое безумие, правда, критики практически нет. Они безумно мыслят о том, что я точно выиграю. И тогда это пример про то, что я вижу человека, который хочет сейчас прыгнуть с 9-го этажа, но ему уже больше 18 лет. И тогда вопрос, я дам ему это сделать? Вроде бы он взрослый и может сам принимать решения. Или все-таки я должен как будто бы его оттянуть? Вот государство сейчас принимает роль, что оно хочет оттянуть. И я думаю, это неплохо точно. Ну да, то есть логика тут заключается в следующем, да, Русике, что лудоман, тут какой критерий? Лудоман все больше проигрывает и не внимает рациональным аргументам. Его убеждают, ему доказывают, что это вредно и для него, семьи, для общества, но он не может отказаться, и это доказывает, что это болезнь, а общество больных людей обязано спасать. Да, правильно? Да, такая логика. И с другой стороны, агрессивная реклама. Как бы я в мире не видел, я был почти там в 60 странах разных, да, я в мире нигде не видел такую агрессивную рекламу, как у нас. Но с другой стороны, смотрите, давайте так обсудим. В советское время не зря и в Соединенных Штатах Америки в первой половине 20 века не зря пытались вводить сухой закон. Почему? Потому что была масштабная алкоголизация. Но эта алкоголизация в советское время ведь не сопровождалась столь агрессивной рекламой. Я веду к тому, что тот, кто склонен к болезни, он найдет путь к этому даже и без рекламы. Поэтому ограничение рекламы каким образом поможет? Не, ну, смотрите, в развитых странах есть протокол лечения. К сожалению, у нас нет протокола лечения. Вот даже наш коллега, психолог, он вам подтвердит. До сих пор официально в нашей стране нет протокола лечения. Если я говорю то, что я лудоман, никто не знает, как меня лечить. И ни одного государственного центра. Понимаете? Ну, вот мы не знаем. Сейчас, если вы спросите Министерство здравоохранения, они скажут, а у нас, знаете, по статистике 9 лудоманов в стране. Это те люди, которые пришли и сказали, мы лудоманы, вы лечите нас. И теперь они думают, как лечить, там, смотрят зарубежный опыт и так далее, и так далее. Но я вам скажу такую инсайдерскую статистику. Около 3 миллионов есть логинов. Из них 1 миллион активных. Понимаете? 1 миллион активных. Оборот игорки, из них примерно 90% это букмекеры. 10% это казино, онлайн-казино, офлайн-казино. Офлайн-казино это у нас Щучинск и Копчегай. А остальные 90% это букмекерские конторы. Это почти 1 триллион тенге, это официальный оборот. Есть еще теневой оборот. Я ужаснулся, вот тоже мы сидели с коллегами, именно были сотрудники министерств. Они сказали то, что теневой оборот 2 триллиона. Получается, если мы смотрим, это 3 триллиона тенге. Понимаете, вот у нас бюджет страны около 23 триллионов, из них почти, грубо говоря, да, 15% нашего годового бюджета уходят в никуда. Нет, вы думаете, реклама, запрет рекламы каким образом может повлиять? Вот если бы обратно, есть статистика тоже, я отошел, мы смотрели, как влияет реклама. Открываете YouTube-канал, хотите детский мультик, выходит реклама, агрессивная реклама. Едете в аэропорт, смотрите большой баннер, реклама.
Главные улицы — реклама, главные здания — реклама, интернет-ресурсы — реклама, любой новостной портал, любой. Возьмите, там, не знаю, там, не буду называть названия, да, возьмите самые наши там, популярные новостные порталы, их реклама. Это агрессивная реклама. И мы тоже посмотрели международный опыт. Агрессивная реклама, если мы ее убираем, она решает примерно 45-50% проблемы. В 2 раза снижает бремя. Два раза снижает. Это обратно цифры доказанные, которые есть. Из-за этого, если мы убираем агрессивную рекламу, мы наполовину решаем эту проблему. Да. Я хотел бы сказать уважаемым зрителям, что я на самом деле не против этого закона и не пытаюсь тут разрушить Русики. На самом деле Руслан Берденов успешный человек, бизнесмен, депутат. И суть в том, что он на самом деле переживает, по нему это видно, потому что на него через его информационный канал Инстаграм эти тонны негативных кейсов сваливается, да, Руслан? Да, ну, расскажите, что происходит вообще? Ну, я до этого тоже говорил, я только вот сейчас, ну, где-то, возможно, около 5000 человек написали. Мой родной брат, мой муж, мой братишка, мой друг. Они покончили суицидом. Около 5000. Это только мне, понимаете? Угу. Да. То есть фактически вот эти меры, о которых вы говорите, которые касаются иностранных, вот запрет на интернет-ресурсы иностранных букмекерских контор и создание черного списка, это же суть, я правильно понимаю так, что на Западе есть многовековая культура беттинга. Да. Да? И там, соответственно, в западных обществах есть своеобразный социальный иммунитет против беттинга. Эти компании приходят на развивающиеся не готовые рынки, как у нас, и пытаются... Как у нас или Африка, там, да, и пытаются страны. невольно превратить нас в помойку, которая работает только на то, чтобы выплатить выигрыши этим компаниям. Да, так? совершенно да. верно. Ну, и что, вот давайте скажите честно, вы сталкиваетесь с каким-то лоббистским давлением со стороны компаний? В чем это проявляется? Да, личные встречи, там, приветики разные, там, приветы от больших каких-то там людей. Мы это видим и по работе. Вот вчера только мой коллега Бахчан Базарбек, он поднял на пленарке вопрос, да, насчет ЦУСа. Лоббисты хотят создать центр учета ставок. Что это такое? Это, по сути, воронка, где весь оборот игорки будет проходить через ЦУС. За этим ЦУСом стоят там обратно разные фамилии, они это хотят создать, и вот эта поправка, она гуляет сейчас по кабинетам, она почему-то села в проект наш по игорному бизнесу, и никто не знает, кто его вообще поставил, эту поправку. Следов не найти. Да. А почему, как это выгодно игровикам? Вот смотрите, когда создается ЦУС, по сути это РОП. Понимаете, это воронка, и они прописали там 5% от общего оборота. Ну, триллион оборота, 5%. То есть они будут заинтересованы в увеличении оборота? Конечно. Да? Почему? Потому что игорный бизнес, ну как бы то, что я говорил, сейчас триллион, 22 год 500 миллиардов, 21 год 150 миллиардов, он растет вообще по геометрической прогрессии, и он будет расти дальше. Из-за этого какие-то меры надо принимать. И вот то, что мы видим по госслужащим, да, то, что они обналичивают свои взятки через казино, это тоже подтвержденные факты. Эти же люди... В смысле взятки? Они приходят и выигрывают? Нет, ну, они да. тем предположительно самым... выигрывают, да? Они тем самым обналичивают и свои... Отмывают. Ну, отмывают, да. Это прям, ну, прямым текстом отмывание денег. И вот это все происходит же именно из-за игорки же. В целом, из-за этого я говорю, я против Капчагая Шучинска, если честно. Ну, то есть вы в этом смысле ультрапротивник, такой тоталитарист, да, пурист. Но почему тогда этот закон не принимается? Почему тогда тотального запрета? Ну, обратно, видите, вот мы отправляем наши предложения, разные силы, разные лоббисты, они однозначно работают с правительством, они однозначно там сидят, заинтересованные люди. Они нам отправляют, вот мы по рекламе, мы сказали полный запрет, а нет, они нам говорят, вот вчера даже представитель министерства, ну, давайте не будем говорить министерство, но как бы вчера на пленарке он сказал, а трансляции как мы будем показывать? Нам же нужны, говорит, какие-то люди, какие-то деньги, чтобы показывать трансляцию. А у нас, говорит, нет бюджета, мы должны экономить бюджет страны. А я ему задаю вопрос. Ты понимаешь, о чем ты говоришь?
Эти трансляции, они за счет вот этих разводов, суицидов и так далее, это деньги народа. Он говорит, ну, наша позиция, мы должны это оставить. Александр, я вот такой вопрос, да, все-таки он меня немножко как бы гложет. Если вот лудомания – это такая болезнь, да, у человека что-то тикает, да, как нервный тик, и он не может ни пойти, ни поставить, то предполагается, что если мы, допустим, запретим, даже если мы тотально закроем возможность ему играть и выплескивать вот эту свою темную сторону в виде ставок, то не найдет ли эта болезнь выход в чем-то в другом, в семейно-бытовом насилии или в наркомании, в алкоголизме? Есть ли такая связь? То есть запрет игорного бизнеса, выведет ли он вот эти сотни тысяч людей на светлую сторону жизни? Прекрасный вопрос. Изначально несколько слов про рекламу. Правда, если бы не было сейчас такой агрессивной рекламы, у людей не было бы такой стратегии. Некоторые бы не задумались о том, что ага, есть такой способ, можно сыграть и заработать. То есть все равно есть игроки, которые бы все равно нашли этот метод, но есть часть людей, которую мы, правда, ограничим. Это раз. Если мы полностью запрещаем игру как таковую, то люди, которые уже зависимы сейчас, они в любом случае найдут этот способ. Они найдут способ как минимум играть, это 100%. Но опять же, кого-то это остановит, и прекрасно. Второй момент, люди не просто так играют. Нам важно, опять же, понимать этот корень. Кто-то, ладно, я сейчас не буду рассказывать о причинах, о корнях этих, но они удовлетворяют определенные потребности, которые могут, правда, вылиться и в алкогольную зависимость, и в другую химическую зависимость, поведенческую зависимость, и в бытовое насилие. Да, это может. Поэтому, опять же, мы рассматриваем любую зависимость как симптом, как кашель у болезни. То вопрос, почему я болею? И я бы работал непосредственно именно с этим, вот с народом. Тогда мы будем иметь совершенно другой и прекрасный результат. Да, я просто так рассуждаю, Руслан, что мы постоянно сетуем на какие-то наши проблемы современного общества. Это чрезмерная агрессия, семейно-бытовое насилие, лудомания, наркомания, алкоголь. А в средние века, у наших отцов, дедов не было. Да? Может быть, это было связано с тем, что там до половины населения в войнах погибало, а вот сейчас все выживают. Да. Может быть, это естественные пороки человечества, с которыми ничего не поделаешь, нет? Нет, ну какие-то вещи все равно надо ограничивать, я думаю. Вот, допустим, мы все знаем, да, город, ну как бы страну, город Монако. Чем славится Монако? Казино. Все, ну, весь мир мечтает поиграть там в Монако, в казино. Но вы знаете то, что местным жителям туда запрет? Местные жители, они туда, ну как бы у них это законом, это запрещено. То есть страна наживка для дураков со всего мира, да? Все, ну дураки пусть приходят, играют. Проблем нет, но наши, они не будут. Я хотел бы погрузиться в такую специфику. Вот я всегда до этого думал, что азартные игры, вообще элемент азарта, очень сильно связан с элементом случайности, когда человек не контролирует исход игры, и это его манит, неизвестность. Когда же он может контролировать исход, это уже не азартная игра. Шахматы не азартная игра, потому что, да? Но ставки на спорт, почему они являются азартными? Ведь это же результат моей интеллектуальной аналитики. Может быть, я годами изучаю Реал Мадрид, Барселону, Манчестер Сити и ставлю очень осознанно. Почему это вносит в азарт? Это есть ролик, есть один лудоман, как бы он до сих пор себя считает не лудоманом. У него спрашивают интервью, он 17 лет играет и говорят, ты за 17 лет какую сумму выиграл? Он говорит, проиграл 28 миллионов рублей. А ты сейчас кем работаешь? Ну, что за специальность? Он говорит, я спортивный аналитик. Он до сих пор думает, что он аналитик, понимаете? 17 лет подряд он проигрывает, он по уши в долгах, он никогда не выигрывал. На самом деле люди должны понимать то, что любая игра, любой гэмблинг – это вышмат. Вот наши люди-то это не понимают. Это там формулы, ты там никогда не выиграешь, никогда. Ну да, это доказано. То есть люди с докторскими степенями намного умнее тебя построили модель, которую ты не обманешь, она выдавит из тебя. Причем они же и сами же попали на это. Кто придумывал эти модели, ну, есть там теория игр, которую там Джон Нэш делал, да, мы все это знаем, но те же профессора, те же математики, они никогда не выигрывали. И даже есть случаи, которые они суицидом покончили жизнь.
проигрывая. Нет, Нэш разбился на машине. Да, Нет, я не про Нэш говорю, я про других. В целом в Игорке есть там основные математики, которые создали эту систему, эти формулы, и это вышмат. И когда у меня люди спрашивают, вот я хороший аналитик, я знаю там футбол, я тоже футболист, я тоже люблю футбол. Я говорю, я тоже знаю, я все имена, кто в каком году, что выиграл и так далее, и так далее. Но я говорю, нам это не выиграть. Он говорит, нет, я аналитик. Я говорю, у тебя вышмат как с вышманом? Дифференциал, там что-то есть, формула? Он говорит, ничего не знаю. Я говорю, ты никогда не выиграешь. Это нереально. А спортивный покер относится к разряду этих игр? Спортивный покер я не знаю, что это. Я покер не играю. Ага, ну, я даже не знаю, там смысл игры не знаю. То есть вообще у меня такая теория заключается в том, что такие опасные, азартные, вот не опасность азартных разделяет степень прилагаемых усилий. Если тебе тяжело делать каждый последующий шаг, ну, то есть представьте себе, что шахматы были бы со ставками, с кем ты сможешь выиграть, не сможешь выиграть. Тут твое собственное участие. Или, допустим, ставки на приседание. Смогу я 200 раз поприседать или нет? Ну или бокс, да. Да, это очень тяжело. А опасность азартных игр, что расставаться с деньгами очень легко, нажимая на кнопки, да? Конечно. И вот в этом. Но почему все-таки возраст поднять с 21 до 25, это сильно поможет? Ведь многие трагические случаи это среди людей 30-40, которые все равно смогут продолжить играть. Ну, обратно я вам сказал статистику, то, что школьники, это 700-750 тысяч, которые уже знают, играют или же один раз в жизни ставили. Это школьники. Я сам провел встречи с студентами, примерно 10 тысяч студентов. Это примерно там 12 университетов. У нас в университетах, это же проблема. Сами деканы, я даже вот в зале спрашивал, сколько человек играют? Примерно 30-40% играют. Понимаете, студенты. И они говорят, у нас не хватает там денег, у нас не хватает наших пособий, которые мы получаем. Мы хотим там за квартиру заплатить, там элементарно за продукты. Мы, говорит, играем. И эта проблема, она реально сейчас в наших университетах. И когда меня тоже приглашают на разные встречи, вот мы сняли отличный фильм «Одержимость». Это герои, это те же наши граждане, которые потеряли. Это на реальных событиях, там не было актеров. Вот Ренат Благобаев снял, там в Ютубе, по-моему, он набрал больше 500 тысяч просмотров. Ну, как бы реально, люди каждый день смотрят. И там это реальные истории, реальные герои, которые прошли через это и которые борются до сих пор. И эта проблема, понимаете, моя бы воля, я бы поднял бы ее. Вот, мое предложение было 35. Коллеги поддержали, депутаты, но правительство нам спустило 25. Угу. Моя позиция вообще, надо это поднять. Назначенная партия Аманат, вы имеете в виду? У нас партийное правительство. Да. Партийное правительство. То есть вас оппозиция поддержала, а партия большинства не поддержала, я так понимаю. Нет, смотрите, наоборот, мы все члены разных партий, в том числе и Аманат, они поддержали. Да, и их собственное правительство не поддержало. Не поддержало именно правительство. Угу. Александр, как вы считаете, коротко, у нас 1 минута осталась, 30 секунд у вас. Все-таки удастся нам справиться с этим явлением в среднесрочном периоде или нет? Не скоро это удастся, потому что сейчас нет прям курирующего органа, который будет заниматься профилактикой непосредственно. Не с кого спросить. Если идут какие-то лекции по учебным заведениям, они идут хаотично, нельзя как-то прозрачно отследить, и об этом я мог бы много сказать. Пока нет, но прекрасные действия идут, и это уже хорошо. Мы можем этому радоваться. Я только добавлю, что у нас есть много ответственных органов за другие сферы, но тем не менее множество сфер страдают. Не все сводится к этому, да? Все сводится, наверное, к какой-то культуре. Но я не верю, что есть этнокультурные, генетические или прочие какие-то предрасположенности. Это какая-то сложная закономерность, которую должны разрабатывать наши ученые, социологи, психологи, чтобы понять эту проблему. Эволюционно, да? Я думаю, все развивающие страны проходят через это. Мы вновь обсудили проблему лудомании. Надеюсь, все-таки нам, как обществу, удастся преодолеть эту детскую болезнь и никогда больше к ней не возвращаться. Это был «Фокус внимания». Всего вам доброго.